Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей программы «Неделя». В студии Ислам Ершов. Я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в регионе и не только. И вначале коротко о главном. Современное российское чудо. Глава государства отметил новый облик чеченской столицы в ходе пресс-конференции, которая прошла в четверг. В общей сложности Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов и жителей страны более 4 часов. А Грозный красивый город? Супер. Это вот современное российское чудо. В Грозном прошла церемония награждения победителей 11-й международной премии журналистов «Золотое перо». Кто забрал главный приз? Сладков Александр Валерьевич, руководитель студии авторской программы «Александр Сладков», ВГТРК «Россия». Рамзан Хаджикадыров провел совещание, на котором подвели итоги уходящего года истории. Чего удалось добиться и какие изменения претерпела республика, расскажем в этом выпуске. Мечеть на 1500 человек открыла свои двери в селении Мескиты Нажиюртовского района. В торжественной церемонии принял участие советник главы региона муфти Сала Хажи Межиев. В четверг прошла совмещенная пресс-конференция и прямая линия президента Российской Федерации. Владимир Путин отвечал не только на вопросы представителей СМИ, но и жителей страны. Свои вопросы смогли задать и чеченские журналисты. Отвечая на них, глава государства похвалил успехи региона, в том числе в вопросах демографии. Сюжет Хавы Айдамировой. Встречу с журналистами Владимир Путин начинает, подводя итоги уходящего года. Глава государства рассказал о ситуации в экономике, которая, несмотря на внешнее давление, демонстрирует устойчивый рост. С экономикой в целом в России у нас ситуация обстоит нормально, устойчиво. Мы развиваемся, несмотря ни на что, несмотря ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия на нас. В прошлом году, как известно, рост экономики у нас был 3,6%. В этом году будет 3,9%, а может быть и 4% даже. Надо будет посмотреть, потому что подсчет результатов конца года, он досчитывается практически в первом квартале следующего, 2025 в данном случае года. И может быть, будет и 4. Это означает, что за 2 года у нас рост экономики составил около 8%. Потому что, как вот эксперты говорят, я сегодня с утра еще мнениями обменивался, где-то десятые, сотые процента, там это такая виртуальная вещь. Ну, то есть около 8 за 2 года. Но есть и другие показатели, которые в целом являются, мягко говоря, удовлетворительными. Ну, во-первых, один из таких серьезных показателей для всех стран мира, для всех экономик, это уровень безработицы. Она у нас находится на рекордно низком уровне, 2,3%. Такого никогда вообще не было. Это первое. Второе, это рост отдельных отраслей производства, это промышленности. У нас рост промышленности составил 4,4%, а перерабатывающая промышленность 8,1%, причем в разделе по отраслям там по некоторым еще больше. И да, конечно, таким тревожным сигналом является инфляция. Я вот вчера только, когда готовился к сегодняшнему мероприятию, разговаривал с председателем Центрального банка. Эльвира мне сказала, что где-то уже 9,3, 9,2, 9,3. Но заработные платы выросли на 9% в реальном выражении. Я хочу это подчеркнуть. Именно в реальном, за минусом инфляции. Президент отметил значительные успехи специальной военной операции на Украине, отметив продвижение российской армии на всех направлениях фронта. Он выразил уверенность в скором освобождении Курской области, пожелал бойцам победы и скорейшего возвращения домой. Должен сказать, что ситуация меняется кардинально. Вы это хорошо знаете, я это просто хочу подтвердить. Движение идет по всей линии фронта, каждый день. И, как я уже говорил, речь идет не о продвижении не на 100, там 200, 300 метров. Наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть, каждый день.
Говоря о сложившейся ситуации в Сирии, Владимир Путин допустил сохранение российских военных баз в случае совпадения интересов с новыми властями. По его словам, большинство группировок в Арабской Республике и стран региона выражают заинтересованность в этом. Но сегодня ситуация складывается непросто, конечно, в Сирийской Арабской Республике. Мы очень рассчитываем на то, что там наступит мир, спокойствие. Мы поддерживаем отношения со всеми группировками, которые там контролируют ситуацию, со всеми странами региона. Подавляющая из них говорит нам о том, что были бы заинтересованы в том, чтобы наши военные базы в Сирии остались. Не знаю, мы должны подумать над этим, потому что для себя должны решить, как у нас будут складываться отношения с теми политическими силами, которые сейчас контролируют и будут контролировать ситуацию в этой стране в будущем. И наши интересы должны совпадать. Если мы там остаемся, значит, мы должны что-то делать в интересах той страны, где мы находимся. В чем будут заключаться интересы? Что мы сможем для них сделать? Это вопрос, ждущий кропотливого исследователя с обеих сторон. Но уже сейчас мы кое-что можем сделать, в том числе с использованием этих баз, а именно. И мы уже это предложили нашим партнерам, в том числе, которые находятся на территории Сирии и соседним странам, предложили использовать, скажем, авиационную базу Хамимим для доставки гуманитарной помощи в Сирию. И это принято с пониманием и с желанием организовать эту работу совместно. Подробно и эмоционально президент говорил о демографии в стране. Пользуясь случаем, Владимир Путин обратился к властям в регионах и призвал их постоянно думать о решении проблем прироста населения. Вопрос демографии, он очень важным является не только для нас, но для очень многих стран мира. В Советском Союзе достигался уровень примерно 2% рождаемости. Что такое уровень рождаемости? Это количество детей на одну женщину. Вот в Советском Союзе был момент, когда было 2% роста. У нас в определенный период, несколько лет назад, мы достигали где-то 1,7%. К сожалению, он у нас упал до 1,41%. Знаете, воспользуясь сегодняшней нашей встречей, беседой, я хочу обратиться ко всем руководителям всех субъектов Российской Федерации. Вот с этого должен начинаться рабочий день и этим заканчиваться. Потому что это вызов для многих стран мира, в том числе и для России. Народонаселение – это то, что составляет страну. Одна территория – это хорошо, но она должна быть населена гражданами этой страны. Вот, наверное, мы делаем немало, но совершенно очевидно недостаточно. Задать вопрос российскому лидеру удалось и чеченским журналистам. Директор ГТРК «Война» Рузана Веселаева спросила о возможности введения дополнительной программы господдержки для регионов с высокой рождаемостью. Это отдельная большая работа. Рузана Веселаева, ГТРК «Война», Чеченская Республика. Владимир Владимирович, вы очень часто говорите о важности демографического роста, при этом ставили в пример Чеченскую Республику. Да. Может, стоит все-таки запустить отдельную программу? Чеченскую Республику ставлю. И Туву. Вот в Чечне и в Туве с демографией все нормально. Может, стоит все-таки ввести отдельную программу для регионов, которые наиболее эффективно справляются с этой задачей? Вы сказали о том, что в Чечне все в порядке с демографией. Садитесь, пожалуйста. Садитесь. Все в порядке с демографией. Так и есть. И в Чечне, и в Туве. У нас два субъекта федерации, где все нормально. Но и в этой связи вопрос, нужно ли дополнительно что-то делать. Только сказать спасибо, так и поддержать, и брать всем остальным с вас пример. А вот что касается регионов, где уровень рождаемости меньше, чем коэффициент рождаемости 1,41, вот там точно совершенно нужно делать отдельную программу и их поддерживать. Мы так и будем делать в отношении этих регионов. Их, по-моему, дай бог памяти, где-то 35 регионов. Вот для них создается отдельная программа поддержки объемом финансирования в 75 миллиардов рублей на ближайшие несколько лет.
Так и будем делать. Еще один вопрос Рузаны Веселаевой касался включения Грозного и Махачкалы в состав высокоскоростной магистрали Москва-Адлер. Такое решение в перспективе будет верным, отметил президент, но после того, как будет обеспечено бесперебойное движение по Черноморскому побережью. В прошлом году вы утвердили стратегию высокоскоростной магистрали в 3 этапа. И один из них, 3-й этап, Москва-Адлер направление. По мнению большинства экспертов, если включить в магистраль Москва-Адлер, Грозный и Махачкалу, то это направление было бы более быстро окупаемым и эффективным. Что вы скажете по этому поводу? Видите ли вы целесообразность? Да, Спасибо. спасибо вам за этот вопрос. Вы знаете, у нас есть несколько вопросов в этой связи. Они какие? Нам нужно обеспечить проезд по побережью Черного моря. Нужно обеспечить въезд в Сочи. И нужно, значит, уничтожить пробки, которые на подходе к Адлеру скапливаются, особенно в туристический сезон. Там пробки, люди часами стоят. Это возникло потому, что когда готовились к Олимпиаде, сделали обход Сочи, а потом оказалось узкое горлышко, старая, по сути, дорога, она немножко отремонтирована, но все равно 2 потока сливаются, и старый поток, и поток обхода Сочи большого сливаются на подходе к Адлеру. Вот это нужно расшить сначала. Надо это расшить с тем, чтобы люди там в пробках не стояли. И, кстати говоря, или на входе, либо на подходе к Адлеру, там будут работать, я уж не знаю, там детали, не помню, будут работать, сказать, чеченские строители, чеченские компании строительные. Вот. А что касается Грозного, Махачкала, тоже правильно, тоже об этом нужно подумать, но следующим этапом. А идея сам по себе хорошая. Отвечая на вопрос специального корреспондента ЧГТРК «Грозный» Хамзата Батукаева, Владимир Путин назвал Грозный современным российским чудом. Президент подчеркнул, что город проделал большой путь в своем развитии. Хамзат Батукаев, чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный». Наш вопрос, этот вопрос мы уже прозвучал, вы на него ответили, большое спасибо. Но в ходе общения с моим татарским коллегой вы дали оценку городу Казани. Я, кстати, тоже был на саммите БРИКС. И я вспомнил о том, что вы не так давно были и в Чеченской республике. И я вас спросил с места, а Грозный красивый город? Супер. Вы знаете, да, вот это чудо. Это вот современное российское чудо. Я летал над Грозным в суровые годы, когда там шла борьба с терроризмом, в том числе и прежде всего международным. Да. Сплошные развалины. Из этих развалин еще раздавались пулеметные очереди по вертолету. И тогда многие в Чечне ставили вопрос о том, чтобы столицу перенести в Гудермес. Но и первый президент республики, и действующий президент сказали: нет, Грозный – это традиционная историческая столица всей Чечни, чеченского народа. Будем восстанавливать. Это чудо, то, что сделано за последние годы в Грозном. Это, конечно, результат и действующего, прежде всего, президента, главным образом результат работы чеченского народа, его трудолюбие, его талант сыграли в этом огромную роль. Я не говорю и про мечеть, которая, знаете, любо-дорого посмотреть, но какие новые сооружения, здания, архитектурные решения. Это не может не вызывать чувство гордости за то, что сделано в Чечне и в Грозном за последние годы. Я вас поздравляю с этим. Глава государства также поделился своими впечатлениями от Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Университет, расположенный в городе Гудермес Чеченской Республики, играет важную роль в повышении обороноспособности страны, заявил Путин. Владимир Владимирович, мне вспоминаются ваши слова, когда были в мечети, общались с муфтием Чеченской Республики. Вы сказали важную мысль о том, что в своих нравственных, моральных ориентирах и ислам, и православие, да и вообще все традиционные религии, они имеют один общий корень, общее начало. И если можно, я вас про Российский университет спецназа тоже спрошу, вы его посещали, он с недавних пор носит ваше имя в честь Верховного Главнокомандующего. Видите ли вы вот этот опыт или расширение, пожелание, оценка, какое у вас впечатление сложилось от этого комплекса? Отлично. Он вообще нужен, да? И там
Росгвардия активно его использует. И люди там проходят подготовку ведь не только из Чечни, со всей Российской Федерации. Я когда вот с некоторыми бойцами разговариваю, которые сейчас в зоне боевых действий воюют, причем вроде как и не из Чечни, так, в других подразделениях, спрашиваю, где вы, откуда? И проходили подготовку в этом центре. Этот центр играет важную роль в повышении обороноспособности всей страны. Спасибо. В этом году прямая линия Путина продлилась почти 4,5 часа, превысив прошлогодний показатель. Лидер страны ответил на многочисленные вопросы, касающиеся экономики, социальной политики, специальной военной операции, международных отношений, а также инфляции, ценах на продукты и ситуации на Ближнем Востоке. Хава Айдемирова, Асхат Керимов, «Неделя». В Чеченской Республике открыли крупный строительный оптово-розничный гипермаркет «Стройкар-13». Он расположился в Ахматовском районе Грозного. Дать старт работе объекта приехал Рамзан Хаджи Кадыров. Здесь имеются офисные помещения, торговые площади, большая парковка и склад. Общая площадь гипермаркета 10 тысяч квадратных метров. Подробности далее в сюжете. «Стройкар-13» – это крупнейший гипермаркет не только в республике, но и в СКФО. Здесь будет осуществляться розничная торговля и оптовая продажа для строительных магазинов. Реализация такого масштабного проекта была бы невозможна без поддержки Рамзана Хаджи Кадырова, говорит в ходе церемонии открытия генеральный директор фонда имени шейха Заида Анвар Усманов. Открытие таких проектов стало возможным благодаря главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову. Его авторитет на мировой политической арене и дальновидность сыграли ключевую роль в реализации этого проекта. Предпринимательная, инвесторная одежда, она остал еще поддержка бандош, хартаб, який проект шаяла этун школ, даже еду дойл, дат я объективил. Регион, в котором не прекращаются строительные работы, нуждается в подобных объектах. В «Стройкар-13» можно найти абсолютно все, что нужно для обустройства своего дома и не только. Об этом в ходе своего выступления заявил Рамзан Хаджи Кадыров. قدم حل وداس الحمد لله دار خاصم بود وعندك دو ستن خاصم داتساقوش النسبة تابع وعبلي ويشربوها البوش دمق واسطش بوش لربيش اللي بوق ويديش دعوا اللي هذا المصو جام وخير مصو لريش لرد ترى دستوبني بوش لك يشمل بالغلس دي بيش بوش على يرتاح نقبلتم بيه خلص بوش بولق غير مسيري كيرت يشوش ميخن بيزي بوش شو عاد دوق بيركت دو دال بيركت يورق وين هالبيتك شورت ربوش متك شو экономик на юг поддержкаю дал объект киевел дал тубер масери. Пришло время перерезать красную ленту и дать старт работе крупного строительного гипермаркета «Стройкар-13». Только что вы успешно запустили работу одного из крупнейших строительных гипермаркетов на Северном Кавказе. Главе республики провели экскурсию по гипермаркету. Здесь имеется огромный ассортимент продукции, как отечественной, так и зарубежной. Интерьер, качество, эконом, качество, премиум, качество, разные качества. Тоже хавин хайдо, машин шел, حتى وقتي زواج ولا. Да, 24 часа в обед, шлёшь в любое время, важно, что клиент для удобства, массово, что производитель российский, зарубежный, человек для товара, контракт прямой производитель. Да, склад 5000 квадратов, отдельно, кел оборудование. Всего 32 ряд делаешь. Да, 1664 В завершении Рамзану Хаджи Кадырову преподнесли подарок.
В дальнейшем из «Стройкар-13» планирует создать всероссийскую сеть магазинов, говорит руководство гипермаркета. Ислам Ершов, Артур Хацеев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». В Грозном заработала сеть аптек Дарба Фармаси. Открытие одной из них посетил глава республики Рамзан Хаджи Кадыров. Своим клиентам здесь обещают высокий уровень обслуживания и препараты, прошедшие тщательный контроль качества. В ближайшее время планируется открыть еще несколько точек сети по всей столице. Дарба Фармаси – это новая сеть аптек. В центре Грозного открывается первая точка. Глава региона Рамзан Хаджи Кадыров лично посетил новое фармацевтическое заведение. Сопровождали его министр здравоохранения Адам Алханов и генеральный директор фонда имени шейха Заида Анвар Усманов. Ранее по поручению главы региона были проведены работы по выявлению аптечных точек, которые работали без сертификатов. По итогу проверки закрыли 53 аптеки. По сегодняшний день аптечка. Около 53 аптеки Грозного. 30 салонов. Сега, царство нарушение шумаешь, хранение лекарств, надлежащим образом не очень. Регистр там выш, молка мана, регистр чуязуешь, и что ценишь. Хранение не сейчас совершенно. По нарушению счета, в связи с этим усмочь там. Хранение лекарств не сёчь. Сам гашмадон, я что слышишь, мукалак населения. Сона ходил разрешение, что очень молодость мерить. Элергия шульши, могу что так, могу что связь. Из-за хасмама дигала, один, да, сухаргали, да, ладуа, да, со 53 аптек, да, разрешение, что да, нарушение, что войны, что воду. В ближайшее время в Грозном планируется открытие еще 15 аптек сети Дарба Фармаси. Они будут работать круглосуточно. Также планируется введение системы доставки лекарств на дом. Будет предусмотрено раздельное обслуживание для женщин и мужчин, персональная картотека и бонусная система. Обо всем подробно главе региона рассказал Анвар Усманов. Медикамент по всем нормам требованиям соответствующие сертифицированные Минздраву, что он согласовательный медикамент, что да, по преимуществу, в первую очередь, да, каждый аптек 24 часа был без шлю, да, в том числе клиент обслуживает вечерно, а так говоришь, зудчуешь по всем мой ночи, шладяешь, ищи бохер, а также карточки медицинские по согласованию клиента, если это историю, каждый может шьют, что он согласовал. Записано хилла, но диалог наших лечения, что я цага, что кел условия, что наши бонусные программы, что в том числе план развития на следующий год 15 аптек, а я лайвовая. Что норм шлар я ждал, а так говорит на мокшал ларьера сроки, что он медикамент шлар дует, что требования шлар я аптек, да, мокрый. Что ты говоришь, что ты говоришь, ладно, это правда, понятно, но Главе региона рассказали о работе сети аптек подробно. Да, рецептурный молнож, хранитель сейф, железный сейф, который по рецепту можешь, да, ошибки ключишь только у заведующих рядов, юж рецепт моя Бисаган Галурович. И все остальное все будет храниться строго с нормами и складью. Да. Аптека расположена в самом центре города. Это предоставит жителям удобный доступ к необходимым лекарственным средствам. Главный центр в центре, а еще на 700 квадратов. Я на Гюсе ходил в следующем году. Это самая крупная. Глава региона поручил продолжить мониторинг аптек, а также провести проверку салонов красоты, так как их рекламные материалы не всегда соответствуют чеченскому менталитету. Сейчас давили, молодость хадает, сок таял молодость, сейчас сок ездишь, он говорит, нет, это зачем? Асхулла дать, сок таял, то хитро, сок ездишь, то еще пошел таял дать, молодость я думаю, что yok problem нет, дать, это либо одно, а ведь там не надо, что
اشتعب بابا بالنظر اشتعب ملوتي شطور جسام يصلون شو ساعدنا خلق بيتبوح ومخاش ساعدون الميخيتش يو قلدو لي بلنتي بيبوح يو ليش بيا الميجن ضايو ساعد هذا اشتعب ديش قاعد دوزا يو تشوكش تو سوش ساعد دي ميك شو الميجن اشتعب قاعد اقوش يساعد شو سوش كوش ادم ايرز داك شو صالون داو يزداد بذات الناس اصحابها هذه انتي بو هل ابراتو هو ابرات هل وزبوج شو على يازي كان متعود ده في ابزات قيلا يحتقي شي بتكوش سوزي هولي تشوكش تاع ساعتك بس لبورجاوات ايو على بولنا هي بوس شو بورجا ده شو ناخداس خيل شو على الصالون يضعب شو شرولك شو هذا شو ناخ بورجا داس. Глава региона остался доволен увиденным и поблагодарил министра здравоохранения республики Адама Алханова и генерального директора фонда имени шейха Заида Анвара Усманова за проделанную работу. Халима Чахидова, Аслан Висхаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Рамзан Хаджи Кадыров побывал с инспекцией в городе Шелковская. Там возводятся сразу 2 ЖК – Новый Терек и Левел. Руководители региона сопровождали начальник управления госавтоинспекции МВД по Чеченской Республике, куратор района Идрис Черхигов и глава Шелковского района Альбек Бугаев. Они рассказали главе республики о деталях масштабного проекта. О них в следующем сюжете. В городе Шелковская начали строительство жилищных комплексов «Новый Терек» и «Левел». Как обстоят дела с реализацией проекта, приехал убедиться Рамзан Хаджи Кадыров. На месте ему показали, как будут выглядеть здания и прилегающая территория в скором будущем. تعايل شيء ستوكش اتس او داهق شو كاجد فيش عندنا ما دار اولين شو نسترينا شو في عبا يو اش داهق يو ساسي قاعد كيس عبوس كاش يو اتش نستريس لا باش يو اش تعايل زستروكي يو Здесь будет располагаться все необходимое для комфортной жизни. Это и торговый центр, детские и спортивные площадки. Первые этажи будут отведены под коммерцию. Детские, торговые, спортивные площадки полностью. Первый этаж коммерческий полностью. И 12, 9 и 7 этажность. Чтобы соответствовать статусу города, в Шелковской развернуты крупные строительные работы. В скором времени здесь появится новый микрорайон со всей необходимой инфраструктурой. Рамзан Хаджи Кадыров не сомневается, что объекты удастся сдать в срок. Все необходимое для этого имеется. Ислам Иршов, Ибрагим Батаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». В Грозном состоялась торжественная церемония награждения победителей 11-й международной премии журналистов «Золотое перо» о памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мероприятие посетили десятки журналистов федеральных СМИ и других стран. Кому досталась главная награда, знает Хава Айдамирова. В Доме торжеств «Парус» собрались журналисты из различных стран мира и регионов России. Почетным гостем мероприятия стал Рамзан Хаджи Кадыров. Всего на участие в конкурсе подали заявки около 500 журналистов из различных регионов и стран. Это сотрудники федеральных и региональных средств массовой информации, а также военные блогеры. Открывая церемонию, с приветственным словом выступил помощник главы региона, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. С лица всех присутствующих гостей, участников мероприятия, рад приветствовать на нашем торжестве нашего национального лидера, главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Также приветствую наших гостей, самых уважаемых людей из различных стран мира, из различных регионов Российской Федерации, которые сегодня с нами здесь присутствуют на торжественном ежегодном международном конкурсе журналистской премии «Золотое перо» памяти нашего первого президента, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова.
Этот конкурс нами посвящен памяти в честь нашего первого президента, поскольку мы сегодня имеем эти прекрасные условия, инфраструктуру для проведения этих мероприятий только благодаря тому фундаменту, который был заложен нашим национальным лидером Ахмат Хаджи Кадыровым. Некоторое время назад все наши города и населенные пункты они были разрушены. Республика, она лежала в руинах, у нас не было никаких условий. И только благодаря самоотверженности, мужеству, историческому подвигу нашего национального лидера Ахмат Хаджи Кадырова, благодаря тому, что он объявил бескомпромиссную борьбу международному терроризму, благодаря тому, что он взвалил на собственные плечи этот груз ответственности, мы сегодня пришли к этому счастливому дню. Наша республика развивается, стабильно процветает, и поэтому мы сегодня имеем возможность приглашать таких уважаемых людей сегодня в республику. В своем выступлении глава региона поблагодарил журналистов, выполняющих свою работу качественно, и пожелал дальнейших успехов. Ассаламу алейкум, дорогие гости и участники конкурса. В 2005 году мы провели первый конкурс, который учредил региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. А сегодня масштабы конкурсов в разы больше. Почти 500 заявок из 13 стран мира. Это хорошая тенденция. Я очень рад приветствовать наших гостей, известных журналистов, военных, корреспондентов, блогеров и всех, кто причастен к международному конкурсу «Золотое перо». В современном мире журналистика стала неотъемлемой и важной частью жизнедеятельности. Война поделилась на два фронта – на поле боя и в информационном пространстве. И сегодня наша задача не только уничтожить сатанистскую нечисть, но и покончить ее идеологией. И я не сомневаюсь, что мы это сделаем. Я поздравляю призеров и победителей. Вы заслужили эти награды своим трудом и талантом. Желаю вам дальнейших творческих успехов. Спасибо за внимание. После глава региона вручил благодарственные письма главы Чеченской Республики, а также награды отличившимся журналистам. Военному корреспонденту ВГТРК «Россия» Александру Сладкову и директору государственной телевизионной и радиовещательной компании «Донецк» Андрею Руденко Кадыров присвоил почетные звания «Заслуженный журналист Чеченской Республики». Также почетной грамотой главы Чеченской Республики награжден старший телеоператор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Хажи Мудаев. Почетное звание «Заслуженный журналист Чеченской Республики» Сладкову Александру Валерьевичу, руководителю студии авторской программы Александр Сладков, Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Россия». Почетное звание «Заслуженный журналист Чеченской Республики» присваивается Руденко Андрею Владимировичу, директору государственной телевизионной и радиовещательной компании «Донецк». Почетной грамотой главы Чеченской Республики награждаются Умаров Муслим Мусаевич, специальный корреспондент редакции аналитических программ телевидения Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный», Киндарова Луиза Маусеровна, руководитель коммерческой группы государственной телевизионной и радиовещательной компании «Войнах», Мудаев Хажи Султанович, старший телеоператор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. Здесь же Ахмед Дудаев вручил Рамзану Хаджи Кадырову диплом международной премии «Золотое перо» за развитие журналистики и всемирную поддержку СМИ. За создание необходимых условий для развития индустрии средств массовой информации и всемирную поддержку журналистского сообщества дипломом международной премии «Золотое перо» памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, награждается глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Самый долгожданный момент – награждение победителей 11-й международной премии журналистов «Золотое перо». Председатель правительства региона Магомед Даудов вручает первую заветную статуэтку. В разделе «Тематическая программа» в номинации «Телевидение» лучшей признана работа журналиста Ванден Энден Соня из необычной и красивой страны тюльпанов Нидерланды. Я побывала первый раз в Чеченской Республике в прошлом году во время Беноевской весны. Я осталась под впечатлением, мне очень понравилось. В своих социальных сетях я сделала огромное количество материалов, статей и видеороликов, которые очень оценили мои подписчики. В категории
информационный сюжет в номинации «Телевидение» победил военкор телеканала Russia Today Владислав Андрийцы, а в разделе «Документальный фильм» корреспондент первой категории ЧГТРК «Грозный» Ася Юсупова. В категории «Тематическая программа» в номинации «Радиовещание» победа достается начальнику службы радиовещания ГТРК «Алания» Зареме Джикаевой. А лучшей программой в этой категории признан информационный выпуск Хавы Эдиевой, корреспондента радиовещания ЧГТРК «Грозный». Корреспондент ГТРК Псков Елена Яковлева победила в категории «Утреннее шоу». Я очень рада, потому что я с детства, признаюсь, мечтала победить именно в этом конкурсе, потому что у меня двоюродная сестра тоже была журналистом, и у нее в комнате всегда я видела именно награды «Золотого пера». Я очень рада, что заняла первое место именно в таком значимом конкурсе, как «Золотое перо». Хочу поблагодарить руководство республики за возможность принимать участие в таких конкурсах. Также благодарю всех членов жюри и своих коллег. Спасибо большое. В категории «Очерк» номинации «Печатные и интернет-издания» в финал вышла работа профессора и колумниста из Германии Шлифокта Кай Александра Александровича. В категории «Статья» победа досталась научному сотруднику Института Аян Международного аналитического центра Ариби Шервани из Индии. А лучшей в номинации «Фотография» признана работа главного консультанта информационного управления главы правительства Чеченской Республики Юсуфа Салажиева. Победителем в номинации «Благосфера» становится известный блогер из Москвы Наталья Серова. Эта награда, безусловно, очень важна для блогеров, потому что для нас важно, чтобы нас также считали журналистами, как и людей, которые работают на телевидении, потому что в социальных сетях, да, и на всех онлайн-площадках сидит огромное количество потребителей контента разных возрастов. И для меня большая честь, что меня пригласили, номинировали. Я хочу и дальше снимать путешествия по России, и в том числе приехать и отснять большой выпуск про Чечню. Кульминацией вечера стало объявление Гран-при специальной премии за лучший материал о политической роли первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в современной российской истории. Победителем стал военный корреспондент ВГТРК «Россия» Александр Сладков. Итак, обладателем Гран-при 11-й международной премии журналистов «Золотое перо» памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Абдулхамидовича Кадырова становится Сладков Александр Валерьевич, руководитель студии авторской программы «Александр Сладков», ВГТРК «Россия». Я вот оделся в черное, приехал. Думал, что, наверное, надо в черное одеться. Вышли в город, а я там как ворон какой-то народный. Люди красивые, ходят, улыбаются, эти зонтики. Это, вы поймите меня, я здесь был, начиная с 94-го года. Вы просто не представляете, в основном здесь молодые люди. Но какая была республика? Она была вся в развалинах. Она была вся просто в развалинах. И разваливали ее 5 раз, 5 штурмов было Грозного. Я вам хочу сказать, конечно, сражаетесь. Конечно, Ахмат Сила и спецназ делают гигантскую работу. Сколько помощи, Рамзан Ахматович, вот мужики просто благодарны за то, что УАЗики, джипы, оружие, что-то еще. Вы понимаете, мы это очень ценим. Но ваша основная победа заключается в том, что вы, добились мира здесь. Мы же знаем, как это все было. Мы снимали фильмы про это. И вы удержали мир. Каждому победителю будут вручены денежные поощрения в размере 300 тысяч рублей от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Специальное поручение, дорогие друзья. У нас определенное денежное вознаграждение было предусмотрено для победителей, но участие главы республики и визит Рамзана Ахматовича Кадырова на наше мероприятие всегда сопровождается такими вот положительными, позитивными новостями для нас. У меня поручение от Рамзана Ахматовича Кадырова передать, что всем победителям в номинациях от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова вручается по 300 тысяч рублей, а победителю Гран-при вручается 500 тысяч рублей.
Также в ходе мероприятия Ахмед Дудаев провел ряд награждений. Так, почетное звание «Заслуженный журналист Чеченской Республики» присвоено заместителю директора телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Комете Сулеймановой. Сулейманова Комета Магомед Аминовна, заместитель генерального директора телерадиокомпания «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. Праздничное мероприятие завершилось объявлением о начале приема заявок на следующий конкурс. Хава Айдамирова, Адам Арсунукаев, Аслан Висхаев. Неделя. Нагиева Роза Хажимурзаевна, заместитель... Готовиться к войне нужно всем. Об этом заявил Рамзан Хаджи Кадыров на совещании с силовиками. Лидер региона отметил, что каждый мужчина в Чеченской Республике должен быть готов встать на защиту Родины. О чем еще говорили на встрече, расскажет Шамил Эрсанбиев. Совещание главы Чеченской Республики с руководством силовых подразделений начинается с доведения указа президента страны о присвоении воинского звания генерал-лейтенант министру внутренних дел региона Аслану Ирасханову. Погоны передает Рамзан Хаджи Кадыров. Указом президента Российской Федерации присвоено специальное звание генерал-лейтенанта полиции Ирасханову Аслану Салмановичу, министру внутренних дел по Чеченской Республике. Несмотря на СВО, все обязательства перед народом выполняются в полном объеме, а чеченские бойцы показывают героизм на высоком уровне. Это отмечает и президент страны, говорит Кадыров. Dünyanın çoğu nohçu yoğurt ve de şakıtın sedan yoğurt yakıtın tarhana şeyban surar ve boysar alp hajardan daimi bivolt Cümle akno adi sorudan boş biten volgenti sendan şuter xelu historia hiç ondan üçlette büyük mina dinseliyaloç da sa boyoç Tabi dilay hiç başına waitan leçlu busal kerse tadin daç büyükmüş ya tadliloş dolum Avrupa ve İngilizce rolik işte şey yapmış ya şey nasıl düşeş boş düşeş boş ve dağıtan dağıtan kiçem boş kibüyor lişoç otel büyük olmuş sen de al tam işler etuhalar tuldok irstat horana da çok ihtildiği ve kendi masumet milch metta dan tjärs boysbo där tagna stabbod sen çumadat sen väl dorson lattosto şu si hadakan duits hadakan mutabakan bu dabbüç hadorsto şu goitslik do noshi qom ve dey milchla da ve arboy bagayar şoy düşmanç bagayar şoy turk bagayar şoy ve batsa şdo nochi salchan ملخو بغيت عرب اللي نعبرد ويد عمل عشا ويد بوصل بعده شو نوتشي هردو ويد دو هردو ويد قرآن سنة شريعة طريقة وأولئك نيابو هورن شيء أستاذ نيابو يدعقوا يعربو خلق يخارر بويتم بو يخارر من الأربير بو ويد حبولين بو نياب يعطانا ويد مصو نبرولين يستندونا ويد يديرو شي مترش قعدو الله بيدورك شو ترويك يو عبير مترش قعدو ويد نلغنش بيتان ويد سيدو ويد زلارم بو ليرم بو دان يتسيد باتش ونالدش وعشا ربياتا отличные ребята настоящие воины, директор ФСБ, золото, Стомасар, молодцы ребята, настоящие воины. Спасибо им, Бог, что вы держите их цель. Характер войны поменялся, а значит, нужно меняться самим и постоянно совершенствоваться. Сирия, Туркшбу, Израиль, Гвандамус, Метал, Эмшмвей, Туделвей, Мелад, Теман, Кичел, Том Вербут, Том Бельц, Кетчрубош, Альвиш, Horan Gattax, Spisio, Navazolviz, Hodon, eller Horama, Sheshek, Daldi, Dabuger Bogdas, which are Russian, Mustagan, Gerzizam, Mustagan, Formizat, way Russia, Hordo, and Amolash, Amabil, Gerz to Kaldak, and Kaldak, or Hayash, Stabobib. Рамзан Хаджи Кадыров призвал правоохранителей усилить работу в новогодний период, чтобы обеспечить максимальную безопасность для жителей региона и многочисленных гостей. Новогодний праздник, да, докуда арбор
بود نخسر و دبیش یول که نه برازدیک شد نه اربولا چبولا پرتو بحکن هیشن عوش اللي الوش نوع نی آهل قول مسلمان سبردت دوش نوچی چیلریش دق نوچی چباق نشلر بیش دق نوچی قومن удобش یش یلا هدین خداول سمویش هلدی. С докладом о текущей ситуации в зоне специальной военной операции выступил председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов, который также является руководителем регионального оперштаба по проведению СВО. Он рассказал о высокой роли фонда Кадырова в обеспечении всем необходимым чеченских бойцов, а также жителей освобожденных регионов. Объявленная Верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным специальная военная операция стала мощным фактором единения российского народа перед врагом нашей Родины в лице коллективного Запада и блока НАТО. Чеченский народ показывает пример сплоченности и патриотизма. С первого дня всецело поддерживая СВО и внося значительный вклад в достижение целей и задач спецоперации. По вашему поручению, Рамзан Ахматович, создан региональный оперативный штаб по оказанию содействия проведения СВО. Чеченская республика продолжает активно участвовать в проведении специальной военной операции. На сегодняшний день из республики в зону проведения СВО в рамках ротации направлено 51 613 бойцов, в том числе 20 400 добровольцев. Все они прошли усиленную военную подготовку в Российском университете спецназа имени Владимира Владимировича Путина. В настоящее время в зоне СВО активно выполняет боевые задачи более 10 тысяч наших бойцов. За мужество и профессионализм 6470 наших военных удостоены высоких государственных наград. Еженедельно из аэропорта Грозного отправляется борт с добровольцами для участия в спецоперации. С начала СВО по вашей инициативе, Рамзан Ахматович, из числа чеченцев сформированы 4 новых полка и 5 батальонов Министерства обороны и Росгвардии. Идет формирование еще одного военного полка Министерства обороны Российской Федерации в количестве более 2000 бойцов. На высоком уровне налажено обеспечение подразделений военной техникой, предметами связи, продовольствием и всем необходимым для выполнения поставленных задач. Уважаемый Рамзан Ахматович, хочу особо отметить, что региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Герой России Ахмада Хаджи Кадырова, Далгазут Облгацин, вносит неоценимый и беспрецедентный вклад в поддержку наших бойцов. На нужды спецоперации закуплено и направлено 2027 единиц спецавтотранспорта, в том числе 218 бронированных машин, 8832 квадрокоптеров, 32 259 единиц средств связи, 83 600 комплектов полной военной экипировки, приборы ночного видения, рэбы, тепловизоры, антидроны и многое другое военное имущество, необходимое для решения боевых задач. Региональный общественный фонд регулярно помогает и жителям освобожденных территорий. Так, с начала СВО им направлено 26 837 тонн гуманитарного груза, в том числе медицинское оборудование, медикаменты, продукты питания, одежда, строительные материалы, бытовая химия и предметы первой необходимости. То на сегодняшний день текущие расходы на СВО регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмада Хаджи Кадырова Далгазут Облгацин составляют 35 миллиардов 803 миллиона рублей. Аллах дал саду или вамехкне наману. Благодаря хорошему оснащению, постоянному пополнению материально-технической базы чеченских подразделений, наши воины с честью выполняют свой долг по защите России. А регион является одним из лидеров среди субъектов по уровню и оперативности проведения мобилизационных мероприятий. Рамзан Ахматович, в соответствии с указанием президента Российской Федерации проходит набор военнослужащих по контракту Вооруженной силы Российской Федерации. В 2024 году план на республике составляет 5374 военнослужащих. Всего из Чеченской Республики призвано в 2024 году 6232 человека, что составляет 116% от годового плана. Рамзан Ахматович, Султях уже сел на Аким, да, новый харшот адали, докторна, военный план ла при эзертемго.
соны дошло, на данный момент ворба со уже военный план, на сону тавагавает на это. На 2025 год план составляет 4512 военнослужащих. Уверен, что под вашим руководством, учитывая ценный опыт республики формирования и подготовки боевых подразделений для направления в зону СВО, поставленная задача будет решена. Уважаемый Рамзан Ахматович, выражаем вам особую благодарность за постоянную поддержку наших бойцов. Безусловно, ваше внимание укрепляет их боевой дух и решимость, мужественность и с доблестью защищать в боях с укрофашистами интересы нашей Родины. Мы твердо убеждены, что победа будет за нами. Ахмад Сила, Аллаху Акбар. Постоянная помощь и поддержка оказывается и семьям чеченских бойцов, раненых и погибших в СВО, добавляет Кадыров. Штаб будет объем работы, yok bol bu 5 da. Hora подразделение шеше üyeştolumunda horkidna Грузия даят еш орен форум техника шун хад юшайг иетсакары кариж дайги тихаялу лазин вел мусу мдядон шадер гида вабяшда инц администрация алсы замот авар овшту акции индо тирена варас белдо бер цан акции новогодние детские ресторан шубюк что мероприятие что есть да бакичан отдельно мероприятие شراك سيديش انلات اللي عليش ذاك ايش اللقيش ويتان دايمت وش ضعيف الديش دوقي دائم صندوق ديش دوي دحدين دعني دبول بيج حدين دعوي هور بير ادمنستراتيا سبيسكيو هور بير ابرتيشنين دو بير دوشن ديش ديتسكي ساد موسوس ديال بيش بول из именно администрации до алс фидлично под контролем вопроса حاجة سيد زادات الشيء حاجة كرسي بدري صل دائما الجانا دين بالجانا دي دون يوشش هو إزر تقدر إيمان دين أبو سعد قرآن شدوش نح وهو دين إزر قرآن زعملون صلوات دون إشت إزر دات سور هور عيل تهجد دام زعتان ميل دوش بوم وبيجي عالش بيبون دانش ليشتو سيلنا دون 120 тонн جيش 217 тысяч $2 بول ساعن ودملوشن دي وماكن دي قومن دي ساعن هور دين عدن بول سندوق ساعنش إنسنا دونش بيسن مدى حارش ساعن ياشلون دين دا حارش دون حلالتين بيسن В республике много рабочих мест, отмечает Рамзан Хаджи Кадыров. Однако некоторые не спешат устраиваться. Любой отрасль, والله لا اشتغل يتصدون واسبالو يتصدبالو بوشو حونا بيبالو بولاش بالات بولس وتعالى ونسريت اليسكوين 2000 تقوين بالو 100 тысяч зарплата даса واتسو даса تخدعنا ديال وهذا دوبليش شادي شاوان كنيكول سبيانشا دوغرز دو شباشكي بالو ودر فيرمش تاعي وجتاعي عاودي شويه صح يحكي شو حنا وداودي تيجي ودي تيجي صوت هون بيرشن دا عشق يام على يونيا تاوي يونيا شيء ديش داودر لو كتابو يسان وقت وتعون يعد دابيل بالا هو حاول مرجع لاعب بال بوحان بال بيشان تجيكس أوزبيكش هذا كان أستراليا بجيتي هذا كان بال نوشن عن أستراليا زيوش دين دا بال بعامين شو بال بدون Подвел Кадыров и итоги года истории. год истории, да, да, шесть мероприятий, докудон исторический документ, флаг, документации, союзина, когда обвеш был сатур бош вас, год истории, да, der бандош, шесть тейп, значит, шесть банши восстанавливать еш, если был болен бош барах, ну да, если самое было на шесть ярд шалвеш будет стон, и да. Доку истории Йовзич, то доку бедахбин, сендер шун милбаркадери салала зон. Рамзан Хаджи Кадыров не обошел стороной и тему атаки беспилотников по Грозному. Враг получил сокрушительный ответ, говорит лидер региона. Там хокабу из дома, и сега и чуечо, и хокаятся, ведут от вам бату, да сразу разибач халкая. Там метаться, мы чарахочусь, и хокшулом, да хочу, да чувакшу. А инти хокалёшу садос, сендер лолушул вес, шун хат.
شو ده تقول ديز مو ولا درديز شو هو ما كان وقت ده شو مو ولا درديز ولا ديز ذاك مير كلماتيز بيزا باس بير ولا تدبير ده شو وين صار حتى وقتين وين صار دعل تويدن يلا сразу ديونا يعيرون برضو الشدر هو قاعد يندرون تورا يومنا برونيتsa عبروچينيت ديون سوازي دولا إيمن وينرال وين حتى يعدل إز ببلا يري إتون دعل حلقي خاقوش ديون تان وداري يشو على تيجي واسم ستروي специальная штурмовая бригада улшу дион Харьков дион дислоцировался здесь чутуах дион 200 так гвардии его строил вывести именно юг шолох юг связи вела 147 вина бисныш лазин буал диона именно قالت يعدل ببلا أدوي تندعل ديونا ويدون تيجا بوجو دقور تسد دون ديوكشو دون تان شوطو يشوف الدشيف لكي جاء بشتريستك ستوريون عاوقش البابين دام دقي ويسلاز دون حلقة صول حلقة يمن إدرونش حلاقي توشة تيجا من أبرون ثاني شوح تر أدلير إدرونش ديونا بيلوتير ودياشين سوق عقاد شازويستي دياش مدايش ديون يمن أتشو توحيد بيرلاز Завершилась встреча памятной фотографией. Шамиль Рисанбиев, Ибрагим Батаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Глава Чеченской Республики провел совещание, посвященное итогам года истории. Отметили значительные достижения в сохранении культурного наследия. Глава региона поручил провести акцию в честь года истории и призвал жителей участвовать в сборе исторических артефактов. Подробнее в следующем сюжете. Начиная совещание, глава региона рассказал о достигнутых результатах за год истории. Проведено более 2000 мероприятий. Осуществлена работа по восстановлению исторических документов, расширению музейных коллекций и многое другое. Вот история. وإستوري بخو دعبك عندنا يقشطلج عورن دون ويدي مشكل تحايد غيرتش دونا تعبيرش دون وين إذا في الليل أقاوي إمامش ويجروش ويقونغي إش تسهل على غيرتش تانتيح تقوى غير شومش ديالنا دون بيسنقر بنوسك سن بيرق أريجنا دون بيرق حينا دون هواي صعينا دايم سرت يحسن حلش بيولس سيد من مدرسة يلي دون تو بتشحق يوسيج شابل تشنز بول دون إمام شمال لعوان شابي سنجنتي عليش دون تو تسيوغيت عندنا البلبل سيدا الله يشين تعوي دون كرين عبينا إيش كوبي دون زنميان دون كوكاسكي وين شيت دون كوبي دون بايرقش دون الله يقولكي موخل بايرق هذا هو بايرق بچالق بايرق هو رازنة بايرقش دون قرات يستعتلم بيش بدون. С докладом выступил первый заместитель руководителя администрации главы правительства, министр Чеченской Республики Хадижа Кадырова. Здесь же она вручила главе республики письмо первого имама Кавказа шейх Мансура, адресованное губернатору турецкой крепости Анапа в 1785 году. В соответствии с планом мероприятий, посвященных году истории, было запланировано проведение более 1000 мероприятий. Хочу отметить, что благодаря вашей поддержке мы смогли организовать и провести в 2 раза больше – 2073 мероприятия. Это различные акции, беседы, мастер-классы, круглые столы, конференции, заседания всероссийского и международного уровня, издания книг и словарей. Уважаемый Рамзан Ахматович, подводя итоги, хочу вас заверить, что мы продолжим начатую работу с таким же усердием. Также хочу передать слова благодарности от всех членов оргкомитета за то, что позволили внести свой вклад в это значимое дело. Тагана итоги года истории должонца исторический соух далард сунтруйгар масайгара. Это письмо первого имама Кавказа шейха Мансура, адресованное губернатору турецкой крепости Анапа в 1785 году. В
республике активно ведутся работы по сохранению культурного наследия. По данным министра культуры Исы Ибрагимова, из 1163 объектов уже восстановлено 144. Общие выявлены 1633 объекта, в реестре 874 да, судья резолюция Tidamte boş boğabirbu, dakika kaçsan da ona bilgil daklardır ve nohçu atayına 144 объекта культурного наследия, 39 из них федерального бюджета, 3 объекта из республиканского бюджета и 102 за счет регионального общественного фонда. Также хотелось бы сказать слова благодарности заместителю председателя правительства Чеченской Республики Айшат Рамзан Кадыровой. При поддержке регионального общественного фонда были проведены ремонтно-восстановительные работы на 250 объектов различного назначения Хойского исторического архитектурного комплекса. Академия наук Чеченской Республики активно продвигает исследования истории региона. По словам президента Академии Джамбулата Умарова, в Москве презентована книга с документами упоминания шейха Мансура. Издана монография о строительстве чеченской государственности в 1917-1938 годах. Кроме того, ведется работа над рядом новых научных и исторических публикаций. 2784, по-моему, документа мы достали с прямым упоминанием шейха Мансура, из которых 284 мы перевели со староосманского языка на русский язык. И эту книгу с этими документами и комментариями к ним мы презентовали 10 декабря текущего года в Москве. Я хочу привести буквально несколько примеров. Например, мы издали очень серьезную монографию «Исторический опыт строительства национальной государственности чеченского народа с 1917 по 1938 год». И считаю, что это одна из ключевых фаз истории чеченского народа в ответ тем людям, которые считают, что чеченцы с государственностью никогда не дружили. Далее, издание монографии «Шейх Мансур Ушурма Алдынский, первый имам Кавказа». То, что вы мне поручали по поводу того, что ее нужно издать, значит, в рукописном варианте эта книга уже готова, и дай Аллах, в следующем году мы ее издадим. Помощник главы региона, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев рассказал, что в рамках объявленного года организовано около 100 различных мероприятий в субъектах России. Также опубликовано 6500 тематических материалов. В рамках объявленного республиканского комплексного плана по году истории нами было запланировано 178 мероприятий на текущий год, из которых около 100 мероприятий нами уже проведено, как отметила уважаемая Хадижа Рамзановна, в регионах Российской Федерации. Это круглые столы со школьниками, мероприятия с Синьиром в Тюмени, Нижневартовске, Сургуте, Санкт-Петербурге, конкурс на лучшее знание истории чеченского народа среди студентов города Волгоград, флешмоб по чтению стихотворений в Орловской области, конкурс среди студентов, представителей старшего поколения на лучшее знание истории чеченского народа в Красноярском крае, встречи, культурно-массовые спортивные мероприятия по различным видам спорта с выходцами из Чеченской Республики, проживающими в субъектах страны. Мы провели в текущем году около 100 мероприятий в регионах Российской Федерации. Глава региона поручил определить дату проведения акции в честь Года истории. Родители детей, родившихся в этот день и названных в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей. Bush berin don цех мелхучун цетиланчна по 500 тысяч рублей фонды ахшур доштон решение дает. Билгалиами что так дебилгалдаки министр Зохран айду хогардон хоксу ходи хок дина исуткада дунянч бабер Nummer one hoşe tilen volce bere 500 tысяч рублей асуду. Merdi.
Рамзан Хаджи Кадыров также призвал жителей региона оказать содействие в сборе важных исторических предметов и передаче их в региональные музеи для сохранения и популяризации истории республики. Хава Айдамирова, Асхаб Керимов при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Неделя. Советник главы Чеченской Республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов провел лекцию в стенах ЧГТРК «Грозный». Богослов разъяснил сотрудникам СМИ идеологии различных религиозных течений, которые приводят к разногласиям между верующими, а также вводят в заблуждение молодых людей. После лекции Богослов ответил на вопросы журналистов. Слово Халимат Шахидовой. Что такое ваххабизм и в чем его главное заблуждение, рассказал советник главы Чеченской Республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов. На этот раз он посетил чеченскую государственную телерадиокомпанию «Грозный», где встретился с руководством и сотрудниками СМИ. Встреча организована региональным контент-центром. دائما تايبن إيديولوجي شولش قاستن دين آغور دائما حدينا دو إذا أقدر يلشن عليه الصلاة والسلام زمن قهدون دا بوشو إردقوي شيء بخو عابلنا ريليجيوزني إكستريميزمو إز دقا عالمنا ويمهكا الآرحاء مسوا متنشكح آل مجدلوش دوش حدوش دويس أقا ريليجيوزن إكستريميزم إف تيروريزم بريوريتي تسدين إردوية تورب العيلة ديريال شنديوي شيكانت رضي الله عنه علي بن أبي طالب إبو سمنيخة خليف والشيناحة تأمتاني قوشايا الله بوسوبناخ بيقا اقتير حلقة يقين خلوش اللازونغ اتأهول حداحشي حدالوش دي قرآن آيت دولوش وأما تنسى تاريشل أرغومنتاتي إدوود آيت دل ديش متي تدل رباحان دولوش قلدال سيروق. Ваххабиты – это люди, искажающие истинный смысл Корана и хадисов, переводя и толкуя их по своему усмотрению, говорит Шахидов. Из-за их неправильного понимания ислама и продвижения своей идеологии мусульмане разделились в некоторых вопросах религии. Неправоту их течения подтверждает то, что ваххабиты не имеют четкой цепочки передачи знаний, они считаются с мнением только своих богословов и противоречат даже асхабам. محمد عبد الوهاب انت اعبوش خلبوش بولناخ واعتاق لبوشن ويزوي شخوي ودعيان اسخيل ونستيتا قيتشن ها ري اونشكا حيا مش بشخن اولش دوقي ويزويو لبوي وابستوي تون который заявляет, что он следует праведным предшественникам. Дигдо праведным предшественникам и авош хелчи, что призыв яхшук верлега شيقوبع شو حال محمد عبد الوهاب وقوي حيتل تخونا تنا نأوشنا سيفوش ديليا كانت إقاتشات عليه الصلاة والسلام ديليا كانت إقاتشات هندي تروي شين إيرا قدع فيت شيخ واتقسن شين إيرا شين حيخ نولو تا شيخ واتو حويج هندوات سو مصرنا تكفير دينا تعادات شين حيغنش يشينا لا إله إلا الله بوغ تدش معن خوش داسر بوغ شي زامن قابوش بول علمنا يتان حيخش يشينا. Всех, кто не следует их пути, ваххабиты считают неверующими, вынося им такфир. Адам Шахидов объяснил условия, при которых мусульманин становится неверным. Любой пример дал Бог чунна противоречие يشل عملي إز رباح للإس لا مصعب زكتلو شق مسألة خلي زكتلو شناخل أقا إز مدخل كافر الزكتن سو إنكر لويح زكت قابل ديشو دا تدلين فرز دو أدوك تيشناو إنكر لويش وات
لا ياش دوق ديس عدد سلاتون سكوبا ويس إيمان غير دتون بوصل ويس دقش قناة الله تينسوا دينك مواق بوحدي سندل أبشي براولو علمنا وعيلين إسان دوشتو شو بريميرشكا حدينك ولا أعدقت أترساتين دال بوشترك إني سسخت إسبراودливый سخت أعدقت إنكر لو ياي أقدينك ولا إنكر لو تسياي حدينك ولا شوات هندا حو سوديت السدوي لا إله إلا الله واتش أزنا چيني دو حلوة الواتس أزنا چيني چو حج أغوى الوحو سيرونا سنديلا الناس علم دوي يبق علم دوي إحاية وي ما كعبوش بولج بقيش علمنا وي ما كعبوش بولج وي أولياء وي ديلجرجشنا بقيش علمنا علمه وي حقاچينا. После лекции богослов ответил на вопросы журналистов. Один из них – это считается ли мусульманин неверующим, если он не совершает намаз. Адам Шахидов объяснил, что если человек намеренно оставит совершение намаза, считая это необязательным, то он впадет в куфр. А если из-за своей слабой веры, но считая поклонение обязательным, то останется верующим. Ламаз полностью детин хулюль из-за цадеш. Юкердеш цадеш хулюль из-за. لامز دشخل وشواس تجا شنديق عو يا إدال فرز خلرن إنكرلوين يقابل تسدين دشخل ويز إز بوصل بوات إز ديل دينخ أرويلو شولانيك إدال فرز خلرن إنكرلو يشوات قابل ديشو لارسوا دنيا لخ أرويلا إيمان زعبدو دقنا عرلامنا برسبات يشبه عرلامنا برسبات ديتسو لام ديتسو يا عمالة عندنا عديتسو يخ أبتن بيسن شويتش ديوقش ديتسو ما لو يجديت نقطة إيش دقه باش بولج سنة الله باش بدي مذهب شوحة إمام أحمد حنبلير شدوش دو ما لو إنسانية لامز ديتنج عند الشح بوصل بوات ألتو وقت الشح od mazhab čo habakim boš poč ilm na tuladina إذا إنكر لوين سودي تاعها تاقو إز ألا. Для меня эта тема и для нашей редакции эта тема очень актуальная, потому что мы с первых дней издания этой газеты, еще с 90-х годов, именно ведем свое издание против этого направления. Скажу, что сегодня были заданы много разных вопросов, были получены ответы. Я надеюсь, что наше подрастающее поколение и вообще наши читатели и слушатели в разных средствах массовой информации и на разных платформах будут прислушиваться. Пропаганда ваххабизма может быть опасна для любого человека вне зависимости от возраста. В связи с этим богословы республики часто проводят подобные встречи. Халима Шахидова, Адам Арсунукаев, Аслан Висхаев. Неделя. Заблуждение ваххабитов в вопросах многобожия. С лекцией на такую тему советник главы Чеченской Республики, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов выступил также в Шелковском районе. Как отметил богослов, ваххабиты поверхностно понимают смысл Корана и хадисов и толкуют их по своему усмотрению. Это привело к разногласиям между мусульманами. Благодаря первому президенту Чеченской Республики, герою России Ахмату Хаджи Кадырову, удалось официально искоренить радикализм в регионе, но пропаганда лжеидеологии через социальные сети продолжается. أدم إيمان قلت دالد أدمي إيمان تلخص تلخيت تقوى بيستي عارش ويشون آتي سير إيديولوجيا أقدر حالها ديلخ تيشر إقل داقش توبيس نيس ديلخ تيشر نيس توحيد نيس عقيدة دولش نعباتش غير أبيش دين نيس دولش نعباتش توصوناخا أقشاشا سلف الصالح براودني برشيسوينكش
أصحاب شتابع يجتحدوش ناخدو أول سار ويتقنا بالقل ديدو دعيانش لك شكاحة وروك شكاحة وبالقل دري تري إشا سلف الصالح يلشنو عليه الصلاة والسلام خاصين جول زامن قاحة خلبوش ديتشنا خنت إحبوش استغلن ويدوت شالو ويفك شالو تسير جينشكر خبر حا يسوي سان دوحة العلم نا ديل دولو سنة أهلنوا جوك لوي. Одно из заблуждений ваххабитов – это вопрос многобожия. Адам Шахидов отметил, что мольба ко Всевышнему у могил праведников – наиболее быстрый путь получить ответ. Аргументируя свои слова, богослов привел различные примеры, в том числе связанные с Аишей. Да будет доволен ею Аллах. قرآن دالج أقر دستور نرجين إمام بخاري چونك دو قرآن دوك ديل كلام دوك يقرأ أشكاحا دنيا شو عداجين حقا چنك ابن الجزري و دماسكر ويز سو هو ابن الجزري سبو إمام شاطبي وبيتسن وتنكش دوش بوصو وقبره مشهور معروف إمام شاطبي تنكش غردال دوش دشو يقصد للزيارة ناخا شين زيرت دقا اللوتي إمام شاطبي چون زيرت ويتسو أولش وقد زرته مرات بو إمام شمس الدين ابن الجزري بو شام 6 زوانان إمام شاطبي كشن زيرتش وعرض علي بعض أصحابي الشاطبية شي أصحابه متعلم شا إمام شاطبي چنتو يازن شو تسي ستو استول предложение شو استخي شي تيجا دقا حق يشير بو وتكش يستح شين عند قبري ورأيت بركة الدعاء عند قبري от имам Шаطибий чун каш истахдеш хилдоштол дуай беркат гинашин мух бил иджабати от дуайна дал жоп даларца радияллаху ва ради анху дел рейс хилчун бах хар ибн الجزري وي اتغلي حاريه اتقرات ويغا حقو چردوچ دال كيتشن وقت امام مويز بدعه خلج دال غرغر وقت ولي وقت علم دقالات تنزير تيوان تيغا دوعدر ابن تيميس محمد عبد الوهاب سير بسلي دوتش ما ألر بدعة خلج إحارم خلج أقل وقل وشولج إمامه مولي لورد بدعة. В Иране ужесточают наказание за неправильное ношение хиджаба, однако это может вызвать протесты в стране. А в Саудовской Аравии люксовый бренд Dolce & Gabbana провел показ новой коллекции одежды. Об этих и других новостях из мира мусульман в нашей рубрике «Умма». В Иране не утихают споры вокруг ужесточения закона об обязательном ношении хиджаба. Высший совет национальной безопасности призвал парламент приостановить процесс рассмотрения законопроекта, поскольку президент страны отказался одобрить инициативу в нынешнем виде. Власти опасаются, что принятие закона приведет к протестам и усилению раскола в обществе. Напомню, что по новому закону за неправильное ношение хиджаба могут оштрафовать до $2000, а за повторное нарушение грозит тюремный срок до 15 лет. СМИ сообщают о близости мирного соглашения по конфликту в Газе. Палестинский чиновник и министр обороны Израиля также подтверждают, что переговоры находятся в решающей фазе. Международные посредники активизировали усилия, отметив большую готовность сторон к компромиссу. Крупнейший стадион в сирийском Алеппо уничтожен пожаром, вероятно, возникшим в результате поджога. Огонь охватил весь спортивный комплекс, сделав его непригодным для восстановления. Версия умышленного поджога связана с попытками дестабилизировать обстановку в стране. Люксовый бренд Dolce & Gabbana представил лимитированную коллекцию мусульманской одежды, вдохновленную Саудовской Аравией. Показ коллекции состоялся в Эр-Рияде, где были продемонстрированы как изящные, так и скромные наряды. Коллекция, выполненная в теплых тонах, отражает богатую историю, культуру и природу арабского мира. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. В селе Мискитына Жаюртовского района открыли новую мечеть на 1500 человек. Профинансировал строительство региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Прежняя святыня уже не вмещала всех верующих на коллективный намаз, поэтому открытие новой стало для всех большим подарком. Торжественную церемонию открытия посетил советник главы региона муфти Салах Хаджи Межиев. Он рассказал собравшимся о ценности возведения святынь и какая награда за это полагается. ماجدك حدول شعوه شاقية توي ديل قية تمتبي الله شمتك يو ماجدك دادو الله ماجدك حدول شو المتك
Hon elçi mecdik şadol mettik de ilqiyetim de bilş mettik yo. Mecdik tilat çorşol mettik kıymetli otoş kıyas latas iyiliyor çostaypan da la silayen mettik yo. Mecdik dolşol mettik sunt yah wastigal halqat çalsa isigal teşi mecdik loşdu. Delil şnobo aleyhissalatu vesselam Dünyanın çoğu mecdik düğün oluş olstaga kan kıymetliğine yalısman çoğu gal khilgüsün Allah. По окончании официальной части в мечети совершили первую пятничную молитву. Перед этим духовный лидер республики провел проповедь. Уже после совершения рузба намаза верующие прочитали мавлид. Таган мадох соух тор юртан бершн хоккул адам чусатарлуш тожо бала хадар бадолш тагана от шашмелл учан атса айманина от рамзанина от куллен ждалша диканс бикам болия алла визен дал тяхи бертки да истош литон десен. В медресе при мечети имени пророка Ибрахима, мир ему, прошел первый выпуск. 65 учениц завершили обучение чтению Корана по правилам таджвида. Им вручили свидетельство об окончании учебы. В мероприятии приняли участие заместитель муфтия Чеченской Республики Арслан Али Шахбулатов, кади Ахматовского района Абдул Халим Ахматов и другие богословы. Подробнее в сюжете Хавы Ахмадовой. Мечеть имени пророка Ибрахима, мир ему, была открыта в 2023 году. Сразу же здесь начали обучать желающих Корану, и уже проходит первый торжественный выпуск. О благе и пользе изучения Корана в своем выступлении рассказывает кади Ахматовского района Абдул Халим Ахматов. Коран богр дохкунду из дел каламду дел дошту. Массу бусу бсагант ахваджиб дош диешер амдр. Таган Аллах далла вайх бин қиетам, шух бин қиетам. تغن أخدني شوي مخكح بوسول بولشة شاش إيمان ديلين دو قيق والشحة ديل دوش ديشة تخوش قرآن ديشة تخوش ميل دوق نهبو ميل دوق بوجري بو ميل دوق زدري بو الله دالا أتنا خنوق الحق أستنا شنجر كلي ترحمة القرآن عام دايتين شجا دا مقلقيد عت أيوة زمان شوحة قرآن بو هردش علمان قاع صورش В ходе церемонии учащиеся прочитали суры из священного Корана, а после 65 выпускницам вручили свидетельство о прохождении курса по изучению священного Корана. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. По окончании мероприятия гости прочитали мавлид. Заместитель муфтия Чеченской Республики, главный имам мечети имени пророка Ибрахима, мир ему, Арслан Али Шахбулатов также рассказал о ценности изучения Корана и отметил заслуги главы Чеченской Республики Рамзана Хаджи Кадырова, а также муфтия Салаха Хаджи Межиева в развитии религиозного образования. Имам Муслим сдали что хадис яха Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалям اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أش قرآن عام ديه أش قرآن ديش هون ألشي قان دون دشتوش قيمة تشتينا قرآن أقشا ديش نخل بوش بالشانا شفاعة دير دبوه قرآنه أق هوق ماجدك شوح هر سندوشتو ماجدك قيد إدش دوشتو ماجدك شوحا حجر شكاح ديانا إشت نخ ديانا أق تعا ديانا بسبلاتنا يوش تعا ديانا أخش دوقش يوتش أق ويا بتشو ديش دوشتولا أقوى تون بركة كيك قاچوش دهانا و مفتي تون دهانا تون عمر دهانا هوق ماجدك شو عشت بش بلخش بو
В медресе при мечети имени пророка Ибрахима, мир ему, обучают правилам таджвида, основам ислама и жизнеописанию пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Курс обучения может пройти любой желающий, вне зависимости от возраста. После окончания учебы выпускницы планируют продолжить обучение в высших исламских образовательных учреждениях для улучшения религиозных познаний, а также чтобы быть полезными всей мусульманской умме. Хава Ахмадова, имам Юсупов, Аслан Висхаев. Неделя. Региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную масштабную благотворительную акцию. В рамках акции нуждающимся жителям Чеченской Республики раздали более 74 тысяч кур и 222 тысячи буханок хлеба. Помощь предоставлена малоимущим семьям, детям-сиротам, семьям участников специальной военной операции, а также религиозным деятелям. دائم دخل تيرا ودي حوالي باش عامل هجال أصحاب لطن طلع الفندق روح دوخش ومركع دوخ ساعدو تاغا ويدين بالشانا إشتا أوكرانيا حا ديالدو راح يكسبول ويجر شدا لو كان دا لحت كان إشتغيل أتو بوز جبيشة بيجي مركع أولو شدوخ شوخ ساعدو أخباي مرال دي سم خلصنا صادق سيو يلش صادق رود إبول با بوختو شنال إشتا قبيل سيلو وشتالا دائم دوخش وسانش ويرمي مكداسة يشتوي مكنان ولا أي مادة نسي نسادوش سان دال أوبا دوله داشيلا دوله لقى ملدوش سانش ملدش ديك عمل شبعان بالشرط أيوة زمان كهوجر حلا ومكدا وقام يشتا فلسطين حا دول حلا يشتا أوكرانيا دال ضحيوش ويجري مصر وش دال عاش بدال يعبرتي ودال أوبا دوله والحمد لله رب العالمين. 10 лет помощи и поддержки нуждающимся. Фонд «Дай-Мох» отметил большой юбилей. За это время проделан немалый объем работ. Это более 238 миллионов рублей на лечение тяжелобольных, масштабные программы помощи сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья, более 100 акций в поддержку участников СВО, 139 колодцев для мусульман из Африки и многое другое. Сюжет Хавы Айдамировой. Уже на протяжении 10 лет благотворительный фонд «Дай-Мох» оказывает помощь нуждающимся в республике и за ее пределами. Люди с ограниченными возможностями, с тяжелыми болезнями, проходящие через жизненные невзгоды, все они чувствуют поддержку от «Дай-Мохка». Отметить юбилей благотворительной организации в Доме торжеств Шовда собрались сотрудники, волонтеры, партнеры и те, кому фонд помог. دقة خرج يولي دقة متشالي لا لي دول الله تعال مسار قد نيريو قضية أبرت تستيرس أقارصو ملا تشك قدير مال خنسا ما خنسا يوشنا قدع دولشنا دشبو حوصش بو وتصونش صايشدو هلا زر استيقا تخنا مصا غخلنا قصدنا عنها صديقا جها هتوك دلور داتر أعطيوها أتشوفينا تيخن جا تخن دو حري السن تيتس. В ходе мероприятия директор благотворительного фонда «Дай-Мох» Хамзат Закриев вручил благодарственные письма и памятные подарки заместителю директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики Ломали Садулаеву, сотрудникам департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями и всем другим, кто оказывает содействие благотворительной организации. Действительно, именно благотворительные организации, сегодня в частности «Дай-Мох», играет очень важную и необходимую роль в формировании гражданского общества. И власти региона оказывают огромную поддержку деятельности данной организации. Сегодня от имени директора департамента хотелось бы поздравить весь коллектив в лице Закриева Хамзата и его помощников. Действительно, данная команда, она провела очень огромную работу в виде благотворительных мероприятий. Также Ломали Садулаев передал денежную помощь от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. تان أرتدو تدول هاش ويكمرش مدرساش تا توان بالجينا ها جاسون باقي نهبو تموها شورت خلو لايد نوي شورت نحجيف نوي توان بالجينا
تنديرا وطبعا هو مش بناخ بشي أوسمون إطلاق ده هشت فونت الأربعة داشة تام وده ويتوهل وديش ديك تقوى شيخا Более 238 миллионов рублей направлено на лечение тяжелобольных. Проведены масштабные программы помощи детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями. Проведено более 100 акций в поддержку участников СВО. Построено 139 колодцев для бедствующих мусульман из Африки. Это лишь малая часть из всей благотворительной деятельности Даймохка. ومخكاد غدر صونا خارينسا أخ دان مرشو يولش متيحة خلدس يرباب أخ وين مخارية حلوة وكيل خوشوا وين حاجويت تجا ويا قيش مخكاحة يدعو زيدا يأخذ بابا وين أدخل أخ وين برك الأردو الله هداله دي كان سبيخا بول دي رئيس خليله أخ ويا بيش بوش بالخا خاش المجرية إزرش كنا خنا غنا وصلوا ويقدروا داتره ومخكادوش أدمو غديش دات حارة أخ أحمد حاجة إيروش فوندو دق دوش هم دي حاوين نا وصل ديش دات حارة. 10 лет добра – это 10 лет надежды и поддержки для тех, кто в ней нуждается. Фонд продолжает свою деятельность, и его будущие планы обещают еще больше добрых дел. Хава Айдамирова, Юсуп Ижиев, Асхаб Керимов. Неделя. Во дворце торжеств Ирсиде состоялась третья туристическая выставка «Открытый Кавказ-2024». Она прошла в формате воркшоп и собрала участников из разных регионов страны. На выставке представили ювелирные украшения, туристические маршруты и многое другое. Участники получили возможность обменяться опытом, а также найти новых партнеров и заключить выгодные сделки. Конференцию смогли посетить все желающие. Я потомственный мастер в третьем поколении из рода Анчиль. Ко мне это уникальное искусство перешло от моего дедушки. Я уже дальше передаю своим детям. Искусство называется унцукульская орнаментальная насечка. Зародилась именно в Унцукуле, Дагестане, где-то 300 лет тому назад. Изначально забивалось дерево серебро, сейчас забивается чисто мельхиор. Берутся ценные породы, как абрикос, грецкий орех, кизил, боярышник, бук. Идет орнаментальная насечка. За каждым родом был даже свой орнамент. Например, наш родовой орнамент, он похож на клад кирпичей. Так и называется орнамент Анчиль, орнамент Мартал, орнамент Идриса, орнамент Гусейна. В Чеченской Республике успешно реализуются социальные проекты, получившие грантовую поддержку главы региона. С руководителями проектов встретился директор Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики Аслан Абдуллаев. О том, как проходит реализация их идей, в сюжете Халимат Шахидовой. 11 некоммерческих организаций стали победителями грантового конкурса главы Чеченской Республики. Реализация проектов идет полным ходом. С руководителями организаций встретился директор Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики Аслан Абдуллаев. يعني كمرسك أرجنزات شابش الله ومحكها يقر دولهم أنا دال على شوال ونحدث أربع قبول بالخنا أربع الله شاشة قحيو بشو قحي جرسا بخمخ يقر دول شو منا دق لوتش بو ويا نكمرسك أرجنزات كيقول خويتو يقع بلو بالبوي إذا جو ماخل دهون ألشة شو خلر أشبيش بول إذا بتشعو جو خلري بتشعو هو بيش بول خا إزمع خلري جويش أغويو. На встрече обсудили, как идет реализация проектов. Как отмечает Аслан Абдуллаев, общественно-государственное партнерство играет одну из ключевых ролей в решении социальных проблем. Проекты победителей направлены на улучшение уровня образования, помощь малоимущим, профилактику заболеваний, охрану окружающей среды и многое другое. تسخيل شتدول شتول بلغ شتو وين كمرسك أرجنزاش ديشتول بلغ شتو أخ جرانتيو أحداق لاتر إذا يحقو نكمرسك أرجنزاش يحقسيل اليو شين جرجع جرانت لو وجرت دنير الأخ محكع سيل الخلص عشاء أو محكع آرها جرانتو بوليتيكيو أحداق لاتر إذا
نقماش بالر دهون أرچه شي республика грант главы выигрательной организации цун эхтобу федеральный грант шук адақлацара цуна дукканник шмерш дол. Один из таких проектов-победителей – это форум по обучению социальному проектированию для представителей некоммерческих организаций и молодежи республики. Федеральные спикеры проводят лекции, где объясняют основы социального проектирования. Они также отвечают на вопросы и помогают в написании заявок тем, кто собирается участвовать в грантовых конкурсах. Проекты усиливаются, объединяются, больше конкурсов, в том числе и республиканский конкурс, и больше победителей. А среди проектов, которые в последнее время реализуются, наверное, вот из новых, тот, в котором мы сегодня принимали участие, и это желание некоммерческих организаций, желание молодежи узнавать что-то новое о проектах и принимать участие в улучшении жизни вокруг себя. В республике насчитывается более 580 некоммерческих организаций. Они вносят значительный вклад в развитие республики. В связи с этим глава региона Рамзан Хаджикадыров учредил ежегодную грантовую поддержку для таких организаций. Халимат Шахидова, Юсуп Эжиев, Ибрагим Батаев. Неделя. Сотрудников государственных, муниципальных и силовых организаций, а также представителей духовенства и СМИ наградили в Департаменте по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы правительства Чеченской Республики. Директор департамента Аслан Абдулаев поблагодарил их за постоянное содействие в работе, в том числе в профилактике терроризма и экстремизма, а также реализации единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения. Департамент тесно сотрудничает со многими организациями региона. Достичь целей, поставленных главой Чеченской Республики, удается лишь при полном взаимодействии, отметил Аслан Абдулаев. يخشوا قدولش خلشة بلغش ديك دينا خلشة تقيسنا وستلدين بولشنا وستشنا تسان قيتري تسان كيغتش صوغتن كيغتش دلري إذا دي قردو وزي سيلا وشتال مصانا ديكن سبيقن بويل وزي سيلا وشتال تدو شرح قي ديكوخ قحيقر قي ديكوخ بلغش درا دالة سوتيح ويكا يوقل احتو بويل. На этом у меня все. До встречи через неделю и хороших вам новостей.